Добрый день, дорогие радиослушатели. Это Слава и Айдана и, конечно же, радио «Голос Азии». В этот солнечный день мы хотим вам пожелать приятного аппетита, ведь время обеда на часах. Сейчас весь город стартанул. И чтобы, вы не застряли в пробках, По всему центру города Красноярска по пробкам, в принципе, обстановка зеленая, я бы так сказал. Единственное, не советую. желтая, может быть. Местами где-то желтая, но... Красноярск? Добрались нормально? Да. Хочу вам кое-что показать. Убийство началось здесь. Кстати, прежде чем я начну, хочу вас кое о чем попросить. Говорите. Я не хочу, чтобы кто-либо знал о вашем участии. Ни мое начальство, ни мои коллеги знать об этом не должны. Вы же понимаете, почему? Да, не все верят в потусторонний мир. Убит мой самый близкий друг. Убит зверски. У нас нет никаких зацепок. Отпечатков пальцев, свидетелей. Как звали вашего друга? Максим. Не против, если я закурю? Много раз пытался бросить курить, но каждый раз срывался и курил еще больше. Мы зависим от многих привычек. Но что еще надо? Что еще рассказать? Рассказывайте все, что считаете нужным. Видимо, вот здесь убийца и жертва повздорили. Здесь повсюду видны следы борьбы. А вот там дальше уже видны капли крови. Видимо, рана жертвы была неглубокой. Убийца оставался стоять здесь, преграждая возможный выход на улицу. Основная борьба произошла вот здесь. Здесь повсюду видны капли крови.
Здесь мой друг пытался спрыгнуть вниз, но убийца настиг его, и ему не удалось спастись. Да, конечно, смог бы спастись, прыгая здесь невысоко. Расскажите о друге. Как вы познакомились? Зачем это займет много времени? У меня время есть. Мы вместе учились в институте, жили в одном кубрике, сдружились. Вообще есть такое понятие, как курсантское братство. А мы были с ним не разлей вода. Макс был человеком всегда принципиальным, отзывчивым. Много раз выручал меня, вытаскивал из всяких передряг. Учился всегда лучше меня. Везде старался подтянуть меня, а я ведь молодой, горячий. А вот у вас был когда-нибудь друг, который на все готов ради вас, который жизнь готов отдать? Есть. А у меня больше нет. Макс был такой единственный и лучший друг. После института нас распределили в разные районы. Почему не выбрали творческую профессию? Творческую? А зачем? Я понимаю, работа у нас адская. Никакого свободного времени, никакой личной жизни, зато стабильная. Кстати, Макс тоже пару раз говорил, что неплохо было бы поменять работу. Однажды мы с ним встретились, я предложил ему перевестись к нам в отдел. Год ушел на оформление документов. Вам не скучно? Говорите. В общем, стали мы работать вместе. Появились новые дела, крупные дерзкие ограбления, убийства. Но мы справлялись. Все дела успевали сдавать вовремя. Что было дальше? С жертвой. Дальше его утащили туда. Жертву волокли здесь. Здесь следы крови. Основная трагедия произошла там, в той самой комнате. А вот здесь следы заканчиваются. Вы говорите, а я подготовлюсь. Мне же надо вам помочь найти правду. Угу. Я покурю. На чем остановились? В общем, основная трагедия произошла здесь. Конечно, труп нашли в другом месте, но там нет следов борьбы. Я думаю, что его убили здесь, а тело перетащили туда, чтобы скрыть улики. Это все, что вам известно? Я в тупике. Мысли путаются. Буду вам очень благодарен, если поможете найти убийцу. До сих пор не могу поверить, что его нет в живых. У вас есть догадки? Кто бы это мог быть? Да нет, он никому не сделал зла, всегда всем помогал. Если, конечно, не считать тех, которых мы посадили. Я помогу вам найти правду.
Но вы мне еще не все рассказали. Что вы еще хотели бы знать? Расскажите о себе. Мы будем дело расследовать или копаться во мне? Скажите, почему дело раскрываете именно вы? Да потому что это мой друг. Я должен поймать убийцу. Ради Макса я сделаю все. Знаешь, сколько раз он меня спасал? От смерти спасал. Однажды мы накрыли с ним банду наркоторговцев. У них целая система. Я в жизни столько наркоты не видел. Курьеры, поставщики, продавцы. В общем, все у них было налажено. А мы их накрыли. Представляешь? Мы с Максом их накрыли, всю банду. Кто они? И где они сейчас? Мы с Максом их посадили. Все пошли по 228 статье. Я, конечно, хотел им пришить еще 119-ю. Но по суду они пошли по 228-й. И много было у вас врагов? Врагов? Да почти каждая гнида, которую я посадил, мой враг. Думаешь, легко быть следаком? Каждая профессия по-своему сложна. Да не говорите. Работая с преступниками, начинаешь терять веру в людей. Работая в органах, вы стали меняться? Не сказал бы, что стал меняться. Не изменился. Какой был, таким и остался. Единственное, стали меняться лишь взгляды на жизнь. Где-то что-то ценить начинаешь больше. Видишь человека, видишь прохожих, сразу начинаешь... Кто как одет, как идет, как ходит. У кого какой тревожный взгляд. Это трудно объяснить. Но одного этого взгляда порой достаточно, чтобы понять, что перед тобой преступник. Матерый рецидивист. Конечно, некоторые совершают преступления по ошибке, неосознанно, но таких сразу определяешь. А ты сразу определяешь, кто перед тобой? Или видишь только, когда включаешь эти свои штучки, вот эти вот приспособления, чтобы подключить экстрасенсорные способности? По-разному. Вот и я так, по-разному. Иногда ошибаюсь, конечно. А ты? Ты ошибаешься? Вопрос сложный. Вы еще не про всех врагов рассказали. Враги, враги, враги. Я сам иногда путаюсь, кто враг, а кто друг. Почему вы все это время жили один? Без жены? Без детей? Холост я. Были у меня отношения, но больше временные, разовые. Слушай, одна из этих 15 была ведьмой. С такими глазищами. Она нас проклинала. Прокляла нас с Максом. Может, это она? Я посмотрю. Вы рассказывайте. Неужели это они? Ваш друг так и не женился. Почему? А он, как и я, был предан работе. Была у него в институте девушка. Были отношения у них серьезные. Дело даже шло к свадьбе. А потом она его предала. А я говорил раньше Максу, это до добра не доведет. Девушкам не стоит доверять. Но он меня не слушал. А на последнем курсе стал снимать с ней жилье, чтобы жить отдельно. Как она его предала? Сделала то же, что и все, изменила. А зачем это? Как он об этом узнал? Он сам увидел? Или ему сказали? Слушайте, а разве это имеет значение? Я расследую убийство, понимаете? Убийство. Это серьезно. Я хочу знать, кто убийца, кого мне надо посадить. Ваш друг? Давайте вернемся к нашему расследованию. Кто убил моего друга, ты узнал? А вы? У вас предположение есть? Мне кажется, что это чертовы наркобароны. Почему вы так считаете? Я не знаю, у меня нет улик, отпечатков пальцев. Но я знаю, что нам угрожали только они, наркобароны. Никто другой нам не угрожал. Видел бы ты эти ведьмины глаза. Они просто излучали злость. Сколько у вашего друга было детей? У Макса? Откуда у него дети? Есть у него ребенок? Сын.
Не, я бы знал. Почему вы сказали другу, что его девушка изменяет ему? Или вы не хотели, чтобы они были вместе? Ты хочешь сказать, что ребенок Катьки от него? Да не может быть. Она изменила ему, понимаешь? Изменила. Спала с другими, нагуляла. А бедный Макс на ней чуть не женился. И не я один был против. Все были против. И родные Макса тоже были против. Знаешь, сколько нам платят? Ты думаешь, я много зарабатываю? Нет. Мы вкалываем постоянно, круглые сутки. Дежурство, смены. А семья — это когда у тебя есть время, понимаешь? Когда можешь быть с детьми. Когда у тебя есть время на воспитание. Когда не задумываешься над пропитанием. Откуда найти деньги, где жить, как жить. Ты знаешь, как я вырос? Какое у меня было детство? Расскажите о себе, о семье. Отец работал сутками. Я его практически не видел. Потом бросил нас. Рос я один, без отца. Нас мать поднимала. Я знаю, что такое тяжелое детство. Я не хочу такого детства для своих детей. Семью надо заводить, когда ты сам окреп, встал на ноги. Семья-то, когда у тебя есть собственный дом или квартира. А что есть у меня? Машина да съемное жилье. Разве такое детство желает отец сыну? А что я могу дать? Ни начальник, ни миллионер. Как на свою зарплату я семью буду содержать? Понимаю, если бы у меня была хорошая должность, там звание не ниже майора. Да черт с ним со званием, с должностью. Жилье. Вот что главное. Была бы у меня своя квартира. Маленькая, пусть на отшибе, но своя. Понимаешь, своя, собственная. Знаешь, сколько нынче ипотека стоит? Думаешь, я не считал? Считал. Не вытягиваю я ипотеку. Всем тяжело. Я люблю детей. Но я не хочу, чтобы их детство было похоже на мое. Я рос в 90-е, в стране разруха, жрать нечего. Самое большое счастье — это когда я поступил в институт. Там у меня появились друзья, там появился Макс. Человек, которому было не все равно, что со мной происходит. С детства я был никому не нужен, ни одноклассникам, ни учителям. Во дворе не было настоящих друзей, кому можно было довериться. Вы когда начнете? Ну, эти свои там ритуалы или как называется? Мы же правду хотим узнать. Еще не время. Но мы можем просто поговорить о вас, о вашем друге, о вашей работе. Что это даст? Это поможет найти виновника? Любая информация нужна. Но иногда одно слово меняет все. Я понимаю, о чем ты. Это как эхо в горах. Бац, и покатилась лавина. Я понимаю, о чем. Хочешь найти маленькую зацепку. Найти круг подозреваемых. Мотивы преступления, врагов. Нас учили, что преступник всегда возвращается к месту своего преступления. Даже ночевал здесь много раз. Ждал, когда он придет, когда объявится. Пытался увидеть убийцу в каждом прохожем. Но бесполезно. Его нет. А вы считаете, что его убили здесь? Не знаю, труп нашли на последнем этаже. Расчлененный и изуродованный труп. Просто я чую, что все произошло здесь. Самое важное. Хочешь подняться наверх? Пока не надо. Я начну здесь, а вы продолжайте. Странный ты человек, но мне нравится. Давно ни с кем не разговаривал. Столько слов внутри оказывается. Я человек-то не общительный. Знаешь, как меня называли в институте? Ну и правильно, зачем оно? Можете отвечать, я пока покурю.
Прогресс. Раньше такое было трудно представить. Да, в моем детстве были лишь стационарные телефоны. Но у меня даже не было такого. Мы писали друг другу письма. Удивительное дело. Раньше не было телефонов, но люди как-то находили друг друга. Назначали встречи и все равно находили. Или никто не опаздывал, или мы умели дожидаться друг друга. Кто знает. А потом появились компьютеры. У соседа был компьютер Pentium 2. У меня до сих пор компьютера нет. Первый компьютер у меня в жизни появился только в институте. Я откладывал стипендию. Знаешь, чем хорош был институт? Мы были на полном гособеспечении. Нам выдавали одежду, нас кормили. Нам было где жить. У нас была нормальная стипендия. Я со своей стипендии откладывал всю сумму на компьютер. Всю, понимаешь? А смог бы я учиться, поступи я в театральный или на журналиста? Кто бы меня обеспечивал? А в институте я не тратил ни копейки. Я тогда не курил и не кутил, как другие. Я их копил, чтобы потом купить компьютер. Свой собственный. И получше, чем у Вовки. Ваша мама жива? Нет. Ее не стало, когда я учился. Ты не представляешь, как она была счастлива. Сын-курсант, учится нормально. Не просит денег, как другие. Купив компьютер, часть денег я стал пересылать маме. Когда звонил ей, она была счастлива, плакала от счастья. Говорила, что это самые ценные деньги, которые она когда-либо получала. Пусть их было немного, но для нее это были самые ценные деньги в ее жизни. Каждый раз, когда я приезжал домой, она надевала свое самое красивое платье, и мы ходили с ней на базар, а потом в торговый центр, где она мыла полы. Когда возвращались домой, проходили через мою школу. Через мою школу, где мои учителя не замечали меня. Мальчишки дразнили, что моя мать – поломойка. Мы шли с ней под руку. Моя мама в красивом платье. Я молодой курсант. Если бы ты знал, с какой гордостью она произносила эти простые слова. Это мой сын. Это мой сын. Мой сын. А однажды нас перепутали. Со спины кому-то показалось, что мы пара. Я был так рад, увидев на ее лице улыбку. Ее приняли за молодую девушку, а меня за ее кавалера. Она была так рада. Это было невероятно. Она была счастлива. С ее лица не сходила улыбка, такая таинственная и странная, такая загадочная и робкая. На 3-м курсе она перестала мыть полы. Я был так рад. Моя мама наконец-то перестала мыть полы.
Это был самый лучший день в моей жизни. Это было лучше, чем мое поступление. Она перестала мыть полы. Денег, которых я ей высылал, хватало на жизнь. Конечно, она подрабатывала еще на работе, но ей уже не приходилось горбатиться на 3 работах. Может, даже мечтали с ней, что переедем в квартиру получше, снимем жилье в нормальном районе. А через полгода ее Может, уже начнем? Минуточку. Я отключил телефон. Он теперь нам не будет мешать. А ведь она так и не дожила до того момента, когда я закончил институт. Не увидела звезд на моих погонах, моего удостоверения. Я так и не подарил ей свою первую зарплату. Она так и не произнесла этих слов. Мой сын, наконец-то офицер. Вы можете гордиться своей мамой. Она хороший человек. Мама, 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 мама. Я исполнил твою мечту, мама. Почему ты не дожила? Я ведь был один. У меня не было ни сестры, ни брата. Макс, по сути, заменил мне брата. Почему все от меня уходят? Вот скажи мне, почему все от меня уходят? На этот вопрос я вам пока не могу дать ответа. А кто убийца? На этот вопрос ты можешь ответить? Почему вы считаете, что это наркоторговцы? А кто? А кто, если не они? Нам больше никто не угрожал. Последняя крупная рыба, которую мы поймали, это были наркобароны. Группировка из 15 человек, и они нам угрожали. Очень сильная и влиятельная группировка. Как вы их поймали? Мы давно следили за ними. Что мы здесь делаем? Подожди. Сейчас начнется самое интересное. Терпение, мой друг. Выходной сегодня. Давай хотя бы сегодня отдохнем, а? Смотри. Началось. Пошли. Ай-яй-яй-яй-яй, что я вижу? Какими судьбами, друг мой? Оказывается, в моем городе происходят ужасные вещи, а я ничего про это не знаю. Мы же просто встречаемся. Как думаешь, Макс, сколько им дадут? Ну, судя по объему, каждому не менее 10 лет. Слыхали? 10 лет. 10 лет вашей сраной жизни вы проведете за решеткой. А как ты думаешь, Макс,
За незаконный оборот наркотических средств нашей колонии они могут, условно-досрочное освобождение. С такими рожами УДО вряд ли светит. Значит, выходит, что у них нет возможности, получив 10 лет, отсидеть 5 и выйти на свободу. Видали, какие сейчас суровые законы? Макс, а как обстоят дела в нашей колонии с правами человека? Теперь уже лучше. Комиссии всякие появились. Уполномоченные по правам человека. Уполномоченные по правам человека? Так это что же получается? Мы их посадим, а наше государство будет о них заботиться, одевать, кормить, а еще защищать их ублюдочьи права? Так это все получается не так плохо. Получат по 10 лет. Ну, здоровяк, возможно, 20. Ты, курьер, 15. Но вы все остальные по 10. Отсидите свой пятерик, выйдите на свободу, и все это время ваши права будут защищаться. Неплохо, да? Это лучше, чем я представлял. Ну что, вызываем спецназ? Ну что, ты начал видеть? Да. Я теперь все вижу. Это они? Они убили Макса? Скажи мне, это ведь они убили Макса, я прав? Нет. Они не убивали твоего друга. А кто? Кто же тогда убил? Или, может, они наняли кого? Наверняка у них есть связи на воле. Нет. Это не они. Они на воле. Они не сидят. Что ты сказал? Я сказал, что они на воле. Но ведь я их посадил. Как они могли так быстро освободиться? Они никогда не сидели. Они на воле. Чё ты сказал? Это не они. Ты врешь. Ты врешь, я их посадил, понимаешь? Я их посадил, шарлатан. Ты шарлатан. Ты мразь, которая наживается на горе других. Сколько тебе это мне надо денег? 1000, 2, 5, 10, 100? Я ведь тебя достану. Говори, зачем ты меня обманываешь? Это не они. Заткнись! Здесь я говорю и говорю, что они в тюрьме! Ты всех так обманываешь или только меня? Не, я понимаю, ты зарабатываешь себе на жизнь. Жизнь тяжелая штука, все мы крутимся вверх, но я-то здесь при чем? Зачем ты обманываешь меня? Вы закончили? Ты меня бесишь. Надо же такое сказать. Хорошо. Тогда кого, по-твоему, я посадил?
Скажи мне, кого, по-твоему, я посадил? Вы много кого посадили. Но не их. Даже после моих слов ты продолжаешь мне врать. Слушай, ты что такой упертый? Думаешь, я сошел с ума? Думаешь, я поверю, что люди, которых я посадил, на свободе? Ты вообще в своем уме? Сколько тебе дать времени? Времени на что? Выслушивать твой бред? Вот как мне тебе доказать, что они в тюрьме? Слушай, если я тебе документы покажу, ты тоже будешь не верить? Ладно, вали отсюда. Вали, говорю, отсюда. Ты что, не понял? Пошел вон! Вали отсюда, сволочь! Времени у нас полно. Какое время? Ты чё, псих? Думаю, ты уже готов. Готов к чему? Правде. Если это не они, то кто убил? Это правильный вопрос. Продолжай. В том же духе. Я не знаю. Это неправильный ответ. Я не знаю! Ты не знаешь или не хочешь знать? Ты все знаешь. Ты тут был. Где? Здесь. Ты видел, как он умирал. Ты хочешь сказать, что я видел, как убивали Макса?
Я вспомнил. Что ты вспомнил? Но это не может быть правдой. Ты видишь? Да. Но почему я это вижу? Ты любил его как друга. Может быть, это неправда, может, это сон. Нет. Я убил своего друга. Убил своего лучшего друга. Почему? Почему это происходит со мной? Что будешь делать? Я должен признаться. В чем? В убийстве. Я должен признаться в убийстве. Вызывай полицию. Вызывай полицию. Почему? Почему я всего этого не помню? Почему? К вам постепенно приходит память. Я должен сделать признание. Вызывай полицию. Зачем? Вызывай полицию. Ты должен вызвать полицию. Вызывай полицию! Ты должен вызвать! Как ты не понимаешь, что это я убил? Я убил, понимаешь? Я убийца! Но мы еще не закончили. Что не закончили? Наше расследование. Макс! Макс, прости меня! Прости, Макс, я не смогу так жить, зная, что я убил! Прости, Макс! Ты еще не все вспомнил. Того, что я вспомнил, хватит уже на много лет тюрьмы. Ты его не вернешь. Из-за чего ты его убил? Я не знаю. Я не помню, все как в тумане. Ты помнишь, как ты его убивал? Вспоминай. Мы из-за чего-то поссорились. Я не хотел убивать. Это произошло случайно. Надо покурить. Макс, прости. Не начинать. Да, Думаю, пора. я убил его здесь. Я знаю, почему они до сих пор на свободе. Ну что, вызываем спецназ? Эй, друг, притормози. Какой спецназ? Согласен. Если не будете брыкаться, добровольно наденете наручники, то никакой спецназ не нужен. Макс, у нас наручников на всех хватит. Но ничего, остальных так заберем. Друг мой, может, поговорим? Поговорим, конечно, поговорим. Мы здесь с тобой обо всем поговорим. Как вас оформлять? Будете явку с повинной писать или маски-шоу устраивать? Судя по разговору, двоих можно отпустить. Все равно наручников на всех не хватит. Да и какая разница, двумя больше, двумя меньше. Кого отпускаем? Значит, что мы имеем? При попытке задержания особо опасных преступников половина банды наркоторговцев сбежала. Интересно, как будем начальству докладывать? Это от нас всех. Это лично от меня. Че это было? Держи, твоя доля. Ты еще соображаешь?
Да, Макс, мы их все равно поймаем не сегодня, так завтра, а деньги лишними не будут. Ты, блин, вообще о чем? Понимаешь, что ты только что преступников отпустил? Ты у деньги взял, а они там на свободе. Крышишь бандитов, деньги у них берешь. Слышь? Слышь, тебе звезды-то на погодах не жмут, а? Макс, да все не так, как ты думаешь. А как, блин? Объясни мне, пожалуйста, как? Как это все происходит? Мы же только с тобой вместе учились. Должны были ловить, блин, этих преступников. Да ты же понимаешь, что по-разному бывает, всякое может быть, понимаешь? И не хочу понимать. Мы вместе клялись давить этих мразей, а сейчас для меня любой преступник это мразь, а любой сотрудник, который их покрывает, такая же мразь, завтра как и они пойду и сами. всех их пересажаю. С тобой вместе пойдем и пересажаем. Что ты делаешь? Куда ты звонишь? Куда звонишь? Куда надо? Слышишь, не делай этого. Не делай этого. Ах! О! А! Ах! Макс! 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 Вставай, Макс! Вставай, Макс! Я получал от них деньги. Я их прикрывал. Будь я проклят! Не надо никого проклинать. Я убийца. Жалкий, трусливый убийца. Вы все вспомнили. Да. Ваши коллеги не знали? Нет, никто не знал. Думали, что он запил, но Макс не пьющий. Потом объявили в розыск. Все думали, что Макс найдется, а я один знал, что он мертв. Макс, прости. Надо вызвать полицию. Зачем? Как я могу спокойно жить, когда мой друг мертв, и я причина его смерти? Сколько я буду еще трусливо прятаться от своих деяний и своих грехов? Я должен всем признаться, сказать, что я трус, взяточник. Я достоин того, чтобы жить просто среди людей. Мое место там, в тюрьме. Дайте мне покурить. Покурить до приезда полиции. Незачем вызывать полицию. Вы так еще не поняли? Чего?
Прости, Макс. Вы погибли. Вы всего лишь призрак. Еще одна неуспокоенная душа, застрявшая в Бордо. Бордо? Что это? Бордо — это промежуточное состояние. Ты застрял между мирами. Ты мертв. Но ты не будешь рождаться заново, пока ты здесь. И пока ты будешь цепляться, ты будешь страдать. Ты не родишься заново. Ты будешь также искать правду. И самое печальное — это оказаться в мире голодных духов. В мире, где самоубийцы страдают 1000 лет, пока не выстрадают всю свою карму. В мире голодных духов страдания длятся 1000 лет. Но ведь я чувствую себя. Я вижу тебя. Может, это ошибка. Вы так и не покурили? У меня нет огня. Сколько времени прошло с моей смерти? Много. Я не чувствую запаха. Это бензин. Он должен пахнуть. Ты прав. Я прожил не самую лучшую жизнь. Это я понял. Прости. Прости меня, Макс. Ты был самым светлым человеком в моей жизни. Жаль, я оказался недостоин тебя, Макс. Твоей дружбы. Ты его не вернешь. Но ты ему можешь пожелать хороших перерождений. Я готов. Чему? Все исправить. Может, ты меня вернешь Куда? в свое тело, и я смогу жить? Нет, Почему? ты мертв. Но ведь ты меня видишь. Ты ведь можешь все. Никто не сможет тебя оживить. Ты должен смириться с этим. Я не хотел жить так, как в детстве. Купив автомобиль, я думал, все. Еще немного, и я смогу обеспечить себя, смогу завести семью. И дать детям то, чего не смог дать мне мой отец. Потом, оправдывая себя всем этим, я на самом деле глушил свою совесть, прикрывая свои низкие поступки. Когда Макс перевелся к нам, я наивно ожидал, что он поймет меня, но Макс оказался лучше меня. Настоящий офицер. А потом я испугался. Я не думал, что я способен на такое. Я не думал, что я убью его. Ссора, драка, мой страх, боязнь разоблачения. Ответь мне, чем я смогу искупить свою вину? Своим страданием и своим состраданием к живым существам. В каждом человеке есть зерна доброты, но не каждый его поливает. И если не в этой самой жизни, то в следующей жизни
Ты обязательно искупишь все. Это сансара. От нее не уйти. Закон кармы неизыблемый. Ты можешь увидеть, что будет со мной дальше. Увы, но нет. Жаль. Тебе страшно? Нет. Я не знаю, кем ты переродишься в следующей жизни. Может, окажешься в нижних мирах, а может, получишь рождение в человеческом теле. Но в этой бесконечном движении колеса сансары я пожелаю тебе хороших перерождений. Ничего не бойся. Ты готов? Да. Прощай. Ну как все прошло? Я провел обряд очищения. Ваш бизнес пойдет в гору. Я всю жизнь занимался металлом, а это здание с землей пришло по сводной цене. Как думаете, вытяну все? Да, вы потянете, вы сможете, но, конечно, вы очень много денег сюда вложите. Согласен, зато и цена такая. Да ничего, обращайтесь, буду рад вам помочь. Спасибо вам.